Эту встречу, уже третью по счету, сами участники называют поиском правды. Ситуация с семьей Бурцугуловых здесь тянется почти месяц. На уши поставили не только всю школу и село. Вопрос дошел даже до руководства республики. Мать одного из учеников 7 класса обратилась на блог главы с просьбой принять меры по отношению к школе, где ее детей якобы постоянно избивают и оскорбляют. Причем не только одноклассники, но и учителя. Бурцугуловых здесь ждут уже больше часа. На том конце линии безответные гудки. Наконец глава семейства появляется в зале. Правда, не один, а в сопровождении телевизионщиков. Я бы хотела в первую очередь послушать, конечно, отца Бурцугулова. И сразу задать вопрос. Вот вы в своем обращении писали, что вас притесняют, что вы недовольны отношением к этой школе, что вы просите однозначно освободить вас от этой школы и создать вам какие-то условия. Вроде бы мы вас выслушали, мы с вами проговаривали этот вопрос. И мы определили, чтобы вы направили детей по месту своего проживания. То есть хорошая школа, в 26-й школе, Зязика-Юрт, где вы живете. Во-первых, вам ближе туда ходить. И тем более, если у вас нет если у вас есть недопонимание в этой школе. Но мне непонятно, мы же заботой о ваших детях это сделали, мы же вам пытаемся помочь в решении этого вопроса. Почему вы проигнорировали это? Потому что мы с ним не согласны, поэтому проигнорировали. Потому что нас никто не спросил, вы хотите в эту школу, пойдете в эту школу или не пойдете в эту школу. Взяли и вот туда вот, пойдете в эту школу. Мы вас туда определили. А что это? Загон, что ли? Неужели у ребенка нет? У него же можно спросить, где он хочет или не хочет? Может? Есть вообще права у ребенка? На этот вопрос отвечает уполномоченная по правам ребенка. Как выясняется, решение перевести детей в другую школу комиссией тоже принято не спонтанно. Родители сами просили об этом в своем обращении к главе, сравнивая атмосферу в 5-й школе по отношению к своим детям с адской. Тогда им рекомендовали перевести их в 26-ю школу в соседнем Зязика-Юрте. И вроде как Хусейн Бурцугулов согласился и даже подписал документ. Уважаемый Музбек Бамыткеевич, я ни на что на свете не пущу своих детей в эту школу. Да и дети тоже не хотят. Прошу вас, помогите мне перевести детей в другую школу. Обращение Аушева. Ну, определитесь, нам не интересно, кто это писал. Суть в том, что дети на сегодняшний день школу не посещают. А кто из вас писал, вы уже дома у себя будете разбираться. Мы вам и тогда сказали, определяйтесь, какую школу хотите, чтобы ваши дети посещали. Был такой вопрос. Как мы можем без вашего участия, без вашего согласия? Тогда как вы подписали документ? Может, мы вам смертный приговор подписали бы для себя? Лично я, как специалист управления образования, вам рекомендовала ваших детей перевести территориально в вашу школу. Мы же не можем ваших детей перевести в другое село. Вы проживаете в селе Зязиков-Юрт, ваши дети должны ходить в Зязиков-Юрт. Если вас не устраивает Мавритан, если ваш директор пришел вам навстречу, принял ваших детей в школу, сегодня эта школа виновата. Они сами подписали постановление, решение комиссии. И никто, вот лично отец подписывал, и он не был против. Вот сегодня он заявляет, что у меня никто не спрашивал. Как не спрашивал? То же самое, был уполномочен по правам ребенка, были представители духовенства, члены комиссии. И единогласно решили, что они заберут и определят детей в 26-ю школу. И они с этим согласились. Я документ подписывал, я еще раз говорю, я не хотел его подписывать. Во-первых, я сказал, сам я переводить детей не буду. Но вы же родители, другие же не могут за вас решать. Кто? Я им сказал, сами, если переведете, пожалуйста, это мои слова. Почему вы ответственность родителей, которые должны заботиться о детях, перекидываете на других? Я ни на кого не перекидываю. Они мне как сказали, мне никто не позвонил из них, ни один человек. Мы подходили к директору. Директора не было на месте. А дальше искать встречу с директором 26-й школы родители почему-то не стали. А сейчас и вовсе переводить детей не хотят, объясняя это решением самих школьников. Хотя в обращении пишут совсем о другом. Вы говорите одно. Теперь давайте будем отвечать по закону.
Если ваши дети категорически, систематически избивают, платят, чтобы эти дети сюда не ходили, объясните нам, пожалуйста, почему? Цель ваша, чтобы эти дети тут учились. Единственная цель, вот оставшись четверть эфир, конец года уже. Вот только на этом основании они бы учились, даже если бы и учились здесь. Когда здесь даст. А здесь что дастся? Единственное, вот сейчас вот программа семьи. Следующий вопрос напрашивается сам собой. Почему, если родители так беспокоятся об успеваемости детей, то уже 3 недели не пускают их в школу? Почему они не вышли ни в эту школу, ни в другую школу? Почему они целый месяц не посещают занятия? Вы заботитесь о том, что получили ваши дети знания, или вы все-таки просто заняли какую-то принципиальную позицию и преследуете непонятную цель? Ну а почему они не ходят в школу? Школа четверть заканчивается. Внятного ответа от отца на этот вопрос в зале так и не услышали. У Бурцугуловых здесь учатся 2 детей. Девочка в 5 классе, а мальчик в 7. Старшую забрали после 9 класса еще в прошлом году. Педагоги заявляют в один голос. Проблемы начались с самого начала, когда родители перевели их сюда из той самой 26-й школы, аргументировав тем, что 5-я ближе к дому, хотя и в другом селе. Обвинения в обращении к главе республики посыпались и в адрес директора и классного руководителя 7 Б, в котором учится Магомед Башир Бурцугулов. На памяти Мадины Цучоевой за все 25 лет, что она на должности директора, такой резонансный случай. Первый. Издеваются, избивают ее. В Северной Осетии дети здесь, в Чеченской республике дети здесь, с Казахстана дети здесь, Ростова дети, в Сирии здесь дети. У нас никогда таких проблем не было. И у этих детей не было. Я не говорю, что эти дети, они есть дети. Мы, учителя, родители, мы взрослые люди. Вы педагоги, помняй, педагоги, психологи, помняй. Мы должны все это разрулить. Но когда родители мешают это делать, естественно, когда они детей настраивают. Когда ваша старшая дочь здесь училась, у нас было с ней очень много проблем, на которые вы, как всегда, отказывались, что это не происходило, что это мы научили вашу дочь говорить многоэтажными словами. Этому мы не учим детей. Вот. Мы учим детей добру, чтобы они влились в этот коллектив. И с вашими детьми без вашего участия было бы то же самое. Ваши дети, я не хочу сказать, ваши дети очень хорошие. Они хорошие были бы без вашего участия. Вот вы сегодня не хотите признать, но вы должны это признать, что вы именно являетесь виновниками, что сегодня вы своих детей сделали отщепенцами. Вы их оторвали от детского коллектива. И вы не просто оторвали. Вы оскорбляете село, оскорбляете. Вы оскорбляете наших детей, наших родителей оскорбляете. И оскорбляете тех людей, которые работают с вашими детьми. Это неположенные вещи для родителя. Я понимаю вашу любовь, что вы любите своих детей, но ваша любовь перешла все разумные границы любви родителей. Вы просто сегодня, ваша любовь затмила ваш разум. Вот это основная причина того, что вы сегодня вот так вот стали перед этими людьми, должны оправдываться, говорить что-то. В 7 Б числится 23 ученика. О том, что классный руководитель или директор оскорбляли или тем более поднимали руку на их одноклассников, дети слышат впервые. Было такое, что вас учитель оскорблял или бил? Не было. Нет, не было. Нас вообще не оскорбляют. Учителя очень хорошие, преподают. Уроками довольны, все хорошо. Этот человек не то что бить, она ругать даже не умеет. Вот случай этот я расскажу. Почему против него ополчились? Потому что Значит, один день мальчик пришел, все оценки в дневнике, вот вам показываю, вы видели там исправленные оценки? Все оценки были исправлены. Она сделала замечание. Почему исправили? Хорошо, исправить, мы делаем. Опять в следующий раз опять исправить. А мальчик сказал, это мы исправляли с мамой. Потом, когда я маму позвала, поговорила с мамой, она говорит, у других родителей претензий к руководству школы или учителям нет. Наоборот, педагогический состав здесь они считают самым компетентным. Не самые лучшие отношения у них как раз сложились с семьей Бурцугуловых. Мало того, что дети не гнушаются оскорблять и избивать других школьников, так еще и сами родители поднимают руку на их детей. 5 классе. بيرج مديش تحق ازداد أنشئة عتري قودي هنا إزقام العمدنجي سنان شالش لنا حيين خيجة لطعي
لرجي هتوار دلاد كيرتا بيبي تاب واخم دوارتي يد ما انداسرسيش تاخ رزبور كاش خني خيجو شي نشطوك عيان نان حيني بس تحماش خنت خيل خنتير دي هذا خاطو هل قمديلش اسمه محمديلش بقول خنتير دولتوني ان حق انا تعبها شلطي حبها بها ديريكتور заявление زي ол дика директоры учитель баш багдас болдич знаешь мол ми акар знаешь ха мол акар хан алчи цбир уже шей решать хан уже атар хм хой сар хайз домашня хадыч хан цындошки сумхац учи школа а и директоры царь алхамдулillah. Но свою точку зрения Бурцугуловы готовы отстаивать до конца, а собравшиеся призывают подумать в первую очередь о детях. Мне кажется, я здесь поддерживаю Зарему. Нам нужно всем сейчас забыть о своих амбициях и думать о детях. И Хуга Яхас Хусен, мне, например, нет никакой разницы, откуда этот ребенок прибыл, если ему комфортно в моей школе. Пусть будет в моей школе. Я не думаю, что некомфортно в 5-й школе ему. Я очень хорошо знаю коллектив этой школы, знаю и население немножечко уже хорошо знаю. Вопрос в другом. Всегда надо думать о детях. Всегда. И то, что сейчас сказал представитель администрации Фатима наша Бархамович, когда чрезмерно нельзя создавать тепличные условия детям. Нельзя. Есть дневник для связи с родителями, журнал для того, чтобы фиксировать успеваемость ребенка, родительский комитет для того, чтобы помогать в школе. Конкретно полномочия, я лучше не ищу. Хаите далее. А вы хотите, чтобы они здесь остались? Я не хочу. Детей спросили. Дети хотят здесь. Мне разницы нет. Здесь они будут, там они будут. Лишь бы они были в школе, и лишь бы их избивали. Тем не менее, подводить итог этой истории пока рано. Хусейн Бурцугулов в беседе с комиссией все-таки согласился перевести детей в другую школу. Правда, здесь на это говорят: свежо предание, а верится с трудом. А тем временем больше всех в этой истории страдают именно дети, которые пропустили не одно занятие. А между тем, до конца учебного года всего 1/4. Хади Добриева, Адам Далаков, Новости 24.